Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Каба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Абхазия и Венесуэла подтвердили незыблемость двусторонних отношений, заявил глава МИД Абхазии Олег Барцыц. По его словам, встреча с венесуэльским послом Хесусом Рафаэлем Салазаром Веласкесом в Москве прошла в конструктивной и дружественной атмосфере. Мы с удовольствием констатировали тот факт, что продолжаем оставаться союзниками, друзьями и партнерами. И, конечно, здесь так же, как и практически во всех наших международных контактах, большую позитивную роль играют наши российские союзники и партнеры, отметил Барцыц. Стороны наметили план взаимодействия на ближайшее время. Контакты продолжаются, отношения будут укрепляться и наполняться содержанием, добавил министр. Как мы рассказывали ранее, в январе Тбилиси попросил новые власти Венесуэлы отменить признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии. В Женеве постоянный представитель Грузии при отделении ООН и других международных организациях Риваз Ламинадзе провел встречу с постоянным представителем Венесуэлы, послом Александром Янисом Делеусом, и грузинская сторона отметила, что Грузия внимательно следит за развитием событий в стране и выразила надежду, что, цитата, «дальнейшие процессы будут проходить с учетом интересов венесуэльского народа». В то же время грузинская сторона подчеркнула, что признание Венесуэлой оккупированных регионов Грузии, Абхазии и так называемой Южной Осетии в качестве независимых государств является грубым нарушением фундаментальных принципов международного права. Грузинская сторона также выразила надежду, что события, произошедшие в последнее время в Венесуэле, будут способствовать пересмотру и отмене данного незаконного с их точки зрения решения в соответствии с национальными интересами Грузии и нормами международного права. Конец цитаты, так заявил МИД Грузии. Аналогично Тбилиси ранее потребовал отзыва признания у сирийских властей сразу, когда власть потерял Башар Асад. Однако сирийские власти не стали разрывать дипотношения с Абхазией и Южной Осетией. Стороны продолжают сотрудничество. Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии в сентябре 2009 года. Тогда президент Уго Чавес объявил об этом на переговорах с российским президентом Дмитрием Медведевым. К другим темам. США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине. Россия при этом не видит никакого радужного будущего в экономических отношениях с американской стороной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети ТВ БРИКС. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов, помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины, и мы были готовы, теперь они не готовы. Мы еще и в сфере экономики не видим никакого, цитата, радужного будущего, сказал министр. Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями, отметил Лавров. На европейском континенте они смотрят на взорванные 3 года назад северные потоки, на украинскую газотранспортную систему и на турецкий поток. Это я к тому, что цель Соединенных Штатов доминировать в мировой экономике реализуется с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию. Тарифы, санкции, прямые запреты, некоторым общаться запрещают. Это все мы вынуждены учитывать, указал глава российского МИД. Продолжаем передачу. Политолог Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале «Донской казак» сделал подробный анализ визита спикера Национального собрания Армении, который прибыл с официальным визитом в Москву. Изюминкой этой поездки стали его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. И интересно не в первую очередь как модель выстраивания диалога сторон, считает политолог. Как известно, в июне 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы, которые во многом определяют не только траекторию внутриполитического развития этой страны, но и повлияют на дизайн безопасности всего Кавказского региона. И в этом контексте любые переговоры и визиты представляют повышенный интерес. В этой связи Маркедонов попытался суммировать основные тезисы, озвученные Симоняном и Лавровым. Оба участника переговоров были настроены конструктивно и отмечали важность взаимовыгодных двусторонних отношений. Но если пробиться, цитата, между строк дипломатически выверенных фраз, то обнаружится известная
асимметрия, уверен эксперт. Спикер парламента Армении всеми силами стремился показать, что в отношениях Еревана и Москвы ничего особенного, все буднично. Мол, никто в Армении, да никто ничего худого России не желает. Все конструктивно. Из евразийского экономического сотрудничества добровольная республика не выйдет, а по ОДКБ есть некоторые вопросы. Иное дело стилистика Сергея Лаврова, отмечает Маркедонов. Не в пример Симоняну никакой расслабленности, напротив, напористость в продвижении собственной повестки. Проблемы есть, претензии Еревана по ОДКБ непонятны и необоснованы. Про фактор Евросоюза не стоит забывать, он создает немало проблем в российско-армянских отношениях. И даже в лаконичном релизе для СМИ российский МИД зафиксировал: разъяснена опасность сближения с Западом в ущерб сотрудничеству с традиционными союзниками. После того, как в отношениях России и Армении наметились серьезные проблемы, фирменным стилем Еревана стала успокаивающая стилистика, пишет Сергей Маркедонов. Не волнуйтесь, российские друзья, мы по-прежнему союзники. В то же самое время происходит наращивание отношений с Евросоюзом. Незадолго до парламентских выборов именно в Ереване пройдет форум Европейского политического сообщества. Не надо быть Кассандрой, чтобы представить себе тональность разговоров и дискуссий, которые будут на тех трибунах, уверен эксперт. Высшие представители Армении стараются не говорить всуе о России, но намеки о внешних гибридных угрозах национальной безопасности более чем прозрачны. При этом упоминание о роли КГБ и КПСС в разжигании армяно-азербайджанского и армяно-турецкого конфликтов имеют уже вполне конкретного адресата. И это мы еще не говорим про маршрут Трампа. Скоро о нем много интересного поведает американский гость. Джей Ди Венс ожидается в Ереване и в Баку, напоминает эксперт. Как показали переговоры в Москве, успокоительные риторические приемы армянских политиков не слишком устраивают их российских коллег. Простите за тавтологию, пишет Сергей Маркедонов. Тезисы о существующих в Армении мифических нарративах об угрозе с севера в устах российского министра яркое тому подтверждение. Однако по многим причинам и Россия стремится не нагнетать. Москва четко показывает, с одной стороны, интерес к взаимодействию с Арменией, а с другой стороны, озабоченность некоторыми тенденциями. В общем, поиск оптимальной модели коммуникации продолжается, заключает политолог. В декабре прошлого года на 18-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве выступала наша соотечественница из Турции Эльчин Адзенба, доцент университета Аднана Мендереса. Озвучила она там ряд ключевых проблем, касающихся прав граждан Абхазии и международной изоляции нашей страны. На форуме она подчеркнула острую необходимость гуманитарных механизмов для защиты базовых прав, а также призвала государства-члены ООН искать практические пути решения проблемы непризнания абхазских документов. То ее выступление было встречено в Абхазии с большим воодушевлением. Сегодня мы предлагаем вам интервью с Эльчин, в котором она подробно остановилась и на своем выступлении, и поделилась другими идеями и важными способами выступлений на международных площадках с абхазской повесткой. Эльчин, добро пожаловать в студию абхазского телевидения. Прежде всего, хотим подробнее остановиться на вашем выступлении на форуме ООН. Что было главной темой выступления? Расскажите, пожалуйста, нам об этом подробнее. Ну, во-первых, это не было моим первым выступлением. Как вы знаете, в 2023 году у меня уже было другое выступление на этом же форуме меньшинств в ООН. В тот раз я постаралась объяснить и хотела защитить наши права на передвижение, на путешествия, имею в виду диаспору и абхазов из Абхазии. Мы говорили тогда много о паромном сообщении по морю. Также я затронула тему абхазских паспортов. А вот выступление 2025 года является совершенно иным. Я постаралась объяснить, что происходит нарушение основных прав человека в отношении всех абхазов. И, в принципе, стоит отметить, что даже сама возможность выступать на одной из площадок ООН с речью, выступлением или заявлением в ООН, я сама училась тому, как это
это делать 4 года. Это все довольно непросто. С 2020 года я занималась тем, что налаживала связи и контакты с представителями некоммерческих организаций и организациями в Женеве, также в Турции и в Европе. Посещала много конференций, какие-то из них академические, какие-то организованные некоммерческими организациями. И поверьте, уже это было непростым процессом установить эти связи и найти возможности защищать права наших людей. Но мне кажется, я с этим справилась в конце концов. И все же, в чем, по вашему мнению, была главная задача вашего выступления? Как вы ее видели? Возвращаясь к основной задаче, могу сказать, что до этих пор никто ничего особо не говорил о правах абхазов, о нашей стороне, о нашей точке зрения. Всегда говорилось, я имею в виду на международных каких-то площадках, там всегда говорилось и делались заявления о конфликте, говорили о соглашениях, но никто особо не говорил и не говорит с точки зрения прав человека. Эта перспектива вроде бы как отсутствовала, о ней не говорили. Вот каковы были мои намерения, когда я только раздумывала о выступлениях в ООН, что у меня будет другой угол зрения, что я буду говорить с точки зрения прав человека и буду защищать там права своего народа. С другой стороны, хотя я и касалась определенных политических аспектов, но все же я профессор, преподаватель, а не дипломат, и я подумала, что если буду говорить с позиции более академической, что это будет более эффективно, ценнее. Ильчин, какова была в целом реакция на ваше выступление? Я знаю, что было много откликов после вашей речи, люди писали вам, в том числе и в социальных сетях, но могли бы вы сказать, что отдельно, какой отклик был в Турции, в Абхазии, вас после этого выступления вообще воспринимали как героиню, все говорили о вашей речи, делали репосты, но что было важным лично для вас? Прежде всего, мне важно сказать о том, каковы были отклики на самом форуме в ООН. Я встретила там много людей из разных стран, разных национальностей. В самом начале, я имею в виду не этот форум, а в начале, с 2020-х годов, они только спрашивали, ничего не зная об Абхазии, где это, можете ли нам показать, просим показать вас на карте, где Абхазия. Где она находится сейчас же, все мои коллеги в ООН и в различных других организациях хорошо знают об Абхазии, понимают, каковы реалии тут, и их мнение о нас позитивно. Они думают, что мы правы. Это так важно для меня. Вначале они задавали мне так много вопросов, были сомнения, подозрения относительно нашей государственности и территории, но сейчас они знают, мы правы. Перед моей речью, моим выступлением в декабре, потому что были какие-то угрозы, все мои друзья старались поддерживать меня, и даже они все расселись передо мной, рядом со мной, позади меня, окружили своей поддержкой, и это было очень значимо и важно для меня. И это дало мне знать, что они понимают нас и нашу позицию, наши права, что мы есть. Прямо перед моей речью одна из моих подруг, она сидела совсем рядом, она сказала: «Прямо перед выступлением ты получила угрозы, я могу выступить с твоей речью за тебя, я могу прочесть твой текст». Но она не была абхазской, она была из Испании, кажется, она была каталонкой, насколько я понимаю, но все же это было очень важно, что она даже просто предложила это. Это о реакции людей из других стран. А реакция в Абхазии, это, конечно, удивительно и чудесно. Как мне сказать спасибо, как отблагодарить наших людей, я не знаю, но, если честно, я даже не ожидала такого огромного внимания. Когда мы были в Гудауте, я думала, мы придем в музей, и там поговорим, выпьем кофе, приедем в Сухум.
Но когда мы приехали в Гудауту, там было множество людей прямо перед музеем на улице, и я подумала, что, видимо, какое-то мероприятие еще намечается. Но оказалось, что они все пришли из-за меня. Не могу передать, что я почувствовала тогда. Это очень ценно и значимо. Эльчин, я также знаю, что у вас был двухдневный семинар-воркшоп для студентов, молодых специалистов, всех, кому интересны международные отношения. Могли бы вы вкратце рассказать, о чем был воркшоп, почему вы думаете, что это было важно провести такой воркшоп для этих людей? Воркшоп был для того, чтобы объяснить и научить тем механизмам, которые помогают нам защищать права на площадках ООН, потому что все довольно усложнено. Когда ты только вступаешь на эту дорогу, ты даже можешь немножко запутаться, потому что это целая система механизмов и уровней. Важно правильно оценить, где ты можешь выступить, как подать заявку на нечто подобное, как найти эту возможность. Это отдельная тема вообще. Я запланировала этот воркшоп для того, чтобы научить и провести тренинг нашей молодежи, как интегрироваться в эту систему. Это был лишь первый шаг. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы поддерживать связь с ребятами из воркшопа онлайн. Мы будем на связи и дистанционно тоже можем осуществить с ними еще проект, продолжить начатое. Правильно ли я вас поняла, что вы имеете в виду, что даже живя в Абхазии, в достаточно большой изоляции, с которой мы сталкиваемся, все равно существуют возможности и механизмы, чтобы быть услышанными, делать важные заявления на выступлениях о наших правах и о ситуации тут. И вы говорите о том, что существуют специальные механизмы для этого, которым, в принципе, можно обучиться. Так ли это? Да, я именно это и сказала всем студентам на воркшопе. Если они не открывают для нас главные двери, мы всегда можем использовать боковые двери, чтобы зайти в эту систему, чтобы взломать ее. Это именно то, чем я занимаюсь. Мы можем использовать организации диаспоры, другие организации, которые зарегистрированы в других странах, в Европе, России, Турции. Нам нужно находить другие боковые двери. При этом не хочу углубляться в эту тему по определенным причинам. Но ваши мысли понятны, мы поняли, о чем речь. И другой вопрос, который нам тоже интересен. Я знаю, что у вас были 2 встречи, хотя, уверена, у вас было много встреч, но я хотела бы спросить о встрече с президентом Бадрой Зурабовичем, и также вас принимали в Министерстве иностранных дел. Могли бы вы рассказать вкратце, что там было, как прошли эти встречи? Встречи были интересные и очень продуктивные для меня. Мы говорили с президентом Гунба, а также с замминистром Ираклием Тужба о будущих перспективах защиты прав абхазского народа, и я разъяснила свои следующие планы и попросила их поддержки в такого рода деятельности. Они приняли меня очень тепло, и их реакция была позитивная. Также намечены были другие встречи с дипломатами. У нас очень хорошие молодые дипломаты, политики, и это очень важно иметь контакты с ними. Я имею в виду организации диаспоры с государственными организациями. Когда ты занимаешься защитой прав человека в международной сфере, тебе нужно такого рода сотрудничество. И я говорила им об этом, и они были согласны со мной в этом. И я надеюсь, мы сможем сделать много чего полезного для нашей страны. Я верю в это. Эльчин, спасибо огромное, что пришли и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.